Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Вот так будет нас с утра петухи. Мы живем в деревне, бакают утята, сигнал дают козочки. Встаем мы без будильника. В городах с утра будет, как только начинают ездить транспорты, встала я рано утром и пойду к своим домочадцам. Погода сегодня хмурая. Наверное, будут дожди. Было бы, конечно, хорошо, если пойдут дожди. У нас засуха. Вы слышите, приветствуют мои утята с утра. И цветы. Вот этот цветок не раскрылся. Раскрывается, когда погода солнечная. А запах роз очень приятно. Вот петух меня зовет и зовет. Давай, говорит, что там высматриваешь свои розочки? Корми нас. Вчера вечером убирались с внуками во дворе. Вот так меня встречают наши утята. В середине командует петух. Что, кушать хотите? Сейчас покормим вас. Помогать будут мне мои подписчики и зрители. Налила я в тазике воды, положила им кушать, накидала траву. И сейчас выпустим своих утят. Ждете меня, мои хорошие? Ну что, первая дивизия. Вперед! Вот они как бегают кушать, как хотят гулять. Кто зачем? Кто-то попить хочет, кто-то кушать хочет. А кто-то хочет в грязи ковыряться. Вот такие они интересные. Очень люблю наблюдать за ними. Как они едят, как они купаются, как они бегают. Утята уже большие. Им уже 2,5 месяца. Еще где-то 1,5 месяца и пустим их в мясо. Свинья не может без грязи. Наверное, это неправда. Мои утята тоже не могут без грязи. Они в грязи ковыряются, испачкаются и потом купаются. Вон там уже чистюли начали купаться. Некоторые утята целыми днями купаются. Чистюли, наверное. Конечно, в таком хозяйстве двор маленький, держать их негде, на улицу выпускать нельзя. Тяжеловато. Весь двор пачкают. Потом вечером, когда их закрываем спать, убираемся. Самое главное, чтобы они росли, пока пока все 40 штук живы и здоровы. Очень бодрые. Вот и наконец-то угомонились, шума меньше стало. Как захотят кушать, они дают опять же сигнал, начинают бакать.
Вы бы видели, когда дождь идет, они так радуются. Кому-то травки хочется. Вот такая жизнь наших утят. А ты куда пошла, моя хорошая? Куда пошла? К утятам? Мои утята с курицами очень дружны. Поэтому и не боюсь, что они друг друга заклевают. Иди к своему петуху, курочкам, иди. Накормила маленьких малышей. Вот мама у них ругается, не хочет не показывать, не потрогать. Так бережет своих детей. Умничка ты моя. Не буду тебя беспокоить. Ухаживай за своими малышами. Кормлю я своих курочек. Засуха, травы нет. Вот приходится кормить и капустными листочками. Ну, пойдем дальше кормить. Накормила я своих цыплят заодно. И дала на десерт им капустных листочков. Кормлю и маленьких. Они кушают овес самостоятельно, пьют водичку, едят траву. Один раз в день даю им молока тоже. Какие красотки! Какие холесенькие! С добрым утром, маленькие! Козел вон бодается. Козел вон в середине, кудрявый. Кушайте, мои хорошие. Наберите сил. Доброе утро, моя хорошая. Поздоровайся с моими подписчиками и зрителями. Что? Да, тебя я кормлю в последнюю очередь. Потому что меньше тебя все есть. Детишек тоже кормлю. До тебя. Что, моя хорошая, кушать хочешь? Доиться хочешь? Вот так в деревне. Все бегом-бегом. А я еще и чайку не попила. Все у них пусто. Сейчас положу сено и будем их доить. Мои козочки ждут, когда я их подаю. Что, Маша, с тебя начинаем? Молока много собирала? А? Ух ты моя, ух ты моя. Ой, как ты любишь баловаться. Что, моя хорошая? Долго я тебя задержала, да? Ну, еще ведь рановато. Еще время 7 часов. Даже 7 нет. Ты меня не кусай. Меня она кусает губами. Любит. Постелим чистое сено. Ставим посуду и доим. Конечно, козье молоко не все пьют. Но мои дети начали пить кумыс в этом году. До этого они ни молоко, ни кумыс не пили. Конечно, я делала простоквашу им, и они у меня кушали. А в этом году кумыс пьют. Очень полезный кумыс козий. Конечно, и молоко хорошее, вкусное. Молоко у меня без привкуса, не отличит от коровьего. Если не скажешь, люди не знают, что у меня козье молоко. Козьим молоком можно кормить грудных детей даже. У кого аллергия на коровье молоко,
на грудное молоко, можно кормить с козьим молоком. Ну вот, подоила я своих козочек. Процеживаю молоко. Это у меня утренняя дойка. Будет еще вечерняя. И еще чуть-чуть здесь молоко осталось. Ну вот и все. Вот у меня 3 литра утреннего молока козьего. Давайте, мои хорошие, угощу вас парным козьим молоком. А молоко очень вкусное и жирное. Кто-то может мне написать, что козье молоко очень жирное, надо водой разбавлять, как мне иногда пишут. Нет, ничем не надо разбавлять. Если грудным детям можно такое молоко пить, почему разбавлять молоко? Мы не разбавляем. Мы привыкшие, мы и жирное кушаем, и постное кушаем. Мы все едим. Сейчас я приготовлю детям завтрак. Дети уже встают. Приготовлю, наверное, кашу. Потому что мы всегда кушаем по утрам кашу. Ну и омлет, и яичницу иногда. Как мне заказывают мои внуки, так я и готовлю. Я еще сама с утра на ногах, как только встала, умылась, выпила стакан воды, и все хожу. Теперь пора приготовить завтрак, покушать и чай пить. Ну вот, я сегодня вам показала, как я утром встаю и что я делаю. Я еще не сделала уборку под утят. Сегодня ночью комментарии читала, и многие подписчики спрашивают про нашу Минзалю. Говорят, что она уехала, что ли. Спрашивают, как ее здоровье. Спасибо вам, мои дорогие. С Минзалей все хорошо. Она гостит у старшей сестры, потому что старшая сестра тоже одна. Она тоже обижается. Ей тоже хочется поговорить, побыть с младшенькой. Ну, на этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.